Здравствуйте, дорогие друзья! Я Бахтиер Шохев, народный целитель, доктор мануальной терапии и лучший целитель Таджикистана в 2012 году. Я очень ювелирно вправляю позвоночники, ювелирно освобождаю все нервные корешки и ювелирно корректирую все позвонки. Плюс к этому я очень хорошо могу видеть живую энергию человека и ауру человека. Мы сейчас будем говорить о продолжении в моем сне. Я хочу эти свои сны передавать только просвещенным людям, потому что сны даются не просто так. Я хочу передавать просвещенным и брать у них советы. Если кому-то нужны будут мои советы или мое знание, могу дать свои знания. Мой продолжение сон. В прошлом мы говорили, что когда я приехал в Таджикистан, начал работать, и я очень сильно заболел. Потом когда очень сильно заболел, я не хотел работать, 2 дня дома лежал. И во сне ко мне пришли и сказали, что ты целитель, ты должен работать, потому что этого хочет сам Бог. Надо работать и помогать людям. И во сне они научили меня, как себя очищать, потому что мы, целители, когда работаем с пациентами, ложим свои руки. Это во сне говорят. Не надо сильно ближе к сердцу принимать. Это мне говорят во сне. Когда мы, целители, ложим руки в пациента, мы забираем их боль. Мы очищаем их, забираем их грехи. Потому что боль, когда человек болеет, это от своих грехов. Мы это все очищаем и забираем. И мы должны себя очищать. Я не мог себя очищать, не знал, но во сне меня научили, как себя дальше очищать. И я начал в следующий раз себя очищать. Каждую неделю раз я себя очищаю. Но до незнания я заработал сахарный диабет. И у меня в шейном отделе есть немножко нарушение. Сам не могу вправить. Мне нужен тоже целитель, который может все это исправлять. Я тоже нуждаюсь в целителях. Недавно в Москве мне помогли, но мне тоже надо еще, чтобы со мной работали. И будем говорить дальше о сне. Когда ложу руки, я сканирую человека, забираю и очищаю все боли на себя. В практике я видел, что люди быстро оздоравливают из этого. И я начал слушаться своих снов. Когда я начал слушаться снов и работать по своим снам, я стал перспективнее, у меня дела пошли очень хорошо, я поднимался, но моя болезнь мне не давала, чтобы я больше работал. И мне посоветовали, чтобы я взял учеников в себе. А учеников я не хотел брать, потому что каждый ученик потом хочет работать на себя, обманывать, но ради этого может бросить учителя. Потому что я везде видел, что ученики бросают своих учителей, убегают, начинают работать на себя. Но из-за копейки денег они убегают. Изучают что-то и сразу убегают. Я не хотел иметь таких неблагодарных учеников, потому что они неблагодарные. Но мне посоветовали, что у меня сил пока не хватает, надо взять учеников. И я начал набирать себе учеников. Мне сказали, что возьми, кого ты хочешь, кто душа твоя хочет, того и возьми. И я брал ближе к сердцу людей, кого я хотел. Брал к ученикам. И мне обещали, что если твой ученик ничего не сможет, ты научи пару приемов, пускай он работает. Мы каждому твоему ученику дадим 2 ангела. 2 ангела.